ТикТок-шоу на Новом радио. Для тех, кто соскучился, для тех, кто ждал нас, здрасте, мы тут, мы здесь, Зарка здесь, дядя Уми тут, народ тут, давайте пошумим немножко, давайте, и отлично. И у нас, как всегда, что у нас? будет гость. Дильшот Хамрубоев, он основатель Blogging Camp. Народ, короче, уши на макуши, да, свои, поставьте, почему? Потому что Дильшот, он большой знаток того, как, значит, свалить за границу, но при этом свалить, чтобы поучиться чему-то. А еще и бесплатно. А еще и бесплатно, еще и степуху нормально. Мечта всей молодежи. Парниша шарит за тему. Парниша нужно будет с ним пообщаться конкретно, да? Вот сейчас будем общаться. Здорово, что ли? Привет, привет. Всем привет. Нормально, да, оказывается, звучишь, да? Да. Можешь ближе к микрофону, не бойся. Всем привет. Всем привет. Друзья, это Дильшот Хамрубоев, человек, который рассказывает, где и как можно не только учиться, но и зарабатывать. Скажи мне, пожалуйста, Дильшот, ты сам что заканчивал? Я еще не заканчивал, я все еще учусь. Ух ты, смотри. На 4 курсе заканчиваю, то есть кинематографию и медиа. Наш человек. Слушай, Дильшот, расскажи нам, ты же приехал из Худжанта, верно? Верно. Рассказывай. Специально для нашего эфира. Как это мило. Хай бачу Худжант, я мхеде. Я богав значит хей Худжант. Назви? Худжант зур. Боду хаво чихе. А в Душанбе гармтар. Дильшот, расскажи нам, как твое настроение, во-первых? Очень настроение отличное. Очень рад. Спасибо за приглашение. Не за что. Скажи мне, пожалуйста, вот первый вопрос, который я хочу узнать, вот для меня, для почти 30-летнего мужчинского. Куда бы я мог поступить? Поступить можно, в принципе, почти во все страны. Так. Есть различные программы, грантовые программы, стипендиальные программы. Это зависит от того, на какую программу, магистратуру или заново поступать. Слушай, а возраст имеет значение? В большинстве программах не очень зависит, если это магистратура. Угу. А если ты нигде не учился, как это сразу можно на магистратуру? Нет, в принципе, можно поступить, даже если ты еще не учился. Мне 26 лет, поэтому мне уже поздно, наверное. На самом деле, в европейских странах и в США это нормально, когда человек очень поздно поступает в вузы, потому что они пытаются понять себя, понять свои сильные стороны. Я должна была жить, наверное, где-то в Европе или в США. Ты должна была родиться. Ты знаешь свою сильную сторону? Я хотела бы жить на Манхэттене. И с нами можешь делиться секретами. Помнишь, да, эту песню? Просто Конечно. диджей на радио. Вот это поворот. Вот это поворот. Хорошо, Дильшот, скажи мне, пожалуйста, такая вот вещь, да? Ты ТикТоком занимаешься. У тебя там... 28 тысяч 28 тысяч. Во-первых. Как ты так набрал? Во-первых, как ты пришел к тому, что начал использовать ТикТок во благо? Угу. На самом деле, я давно хотел заниматься вообще блогингом, но в ТикТок я пришел во время карантина. Как и все. Да. В принципе. В то время мне тоже было скучно, я тогда находился на учебе за границей во Франции, но тогда я не начал, потому что аудитория англоязычная, и мне бы не хотелось очень сильно с ними работать, мне больше всего хотелось русскоязычную аудиторию. Выложил несколько видео, к сожалению, не получилось набрать много охвата, но с другими видео, которые на англоязычную аудиторию, все отлично получалось. Потом я забросил и решил, что я буду начинать, как только приеду в Таджикистан. Это очень круто, что ты поддерживаешь нашу молодежь, наших ребят, потому что те, кто отсюда уезжают, наоборот, хотят свалить и больше не возвращаться, вообще не иметь никакое дела с земляками. А ты прям молодец, это достойно уважения, я это очень уважаю. Спасибо. Молодец, Зарка. Ты умничка. Да. Меня все-таки интересует вопрос. Вот смотри, вот Зарка, да? Зарка. Вот какая ее сильная сторона, как ты думаешь? Вот навскидку. Волосы. Корешка. Спроси, он знает меня? Ты знаешь Зарку? Если честно, я большинство из вас видел только в рекомендациях по несколько раз. Зарка, ты в реках. Я в реках. Ты в реках. Радуйся. Смотри, а вот кто-нибудь из сидящих в зале был у тебя в реках? Да, помню его. Вот мальчик, да? Сначала был активным, потом что-то уже перестал выходить. Что-то ты какой-то неактивный мальчик. Активничай. Скажи мне, пожалуйста, вот из того, что ты вот постоянно советуешь, да, в своем ТикТоке, вот куда поступить, как поступить, да, были ли те, кто тебе писал и благодаря тебе осуществил свою мечту? Да, конечно, было несколько людей, это как мои знакомые, так и те, которые после того, как я начал вести блог, начали уже поступать. И плюс у меня был в начале этого года проект
когда мы поддерживали молодежь, чтобы поступить в американский университет в Центральной Азии, и 78% из них получили стипендию. Ух ты смотри. А другие поступили, и кто-то не получил достаточно баллов, это уже зависит от их знаний. Но они поступили, да, получается? Просто стипендию не получили. Да, но большинство из них как бы получили. Конечно, Молодец. стипендий мало, но... Да, Но на Ролтон хватает. Нет, не в том смысле стипендий мало. Стипендий на самом деле достаточно-таки очень много, я бы даже сказал, больше, чем зарплата в Таджикистане. Несколько раз. А вот средняя стипендия, да, среднестатистическая, она сколько составляет по УЕ? Окей. Смотрите, тут зависит от программ. Угу. Например, в Европе я получал 850 евро В месяц. в месяц. Круто. Слушай, я столько за год не получаю иногда. Да, в некоторых странах ты получаешь $200, в некоторых странах больше, в некоторых странах меньше, но как бы на жизнь там очень даже хватает. Хватает, да? Круто. А вот скажи мне, в какой стране, самая высокая стипендия? Ну вот, я думаю, что в Европе, потому что 850 евро это за программу обмена, то есть ты идешь, в месяц? учишь, да, проживание сам оплачиваешь, тебе перелет, визу, все оплачивают. Это вообще круто. Да, но если магистратура, там уже 1000 с чем-то. То есть, и плюс это зависит от страны, если там дороже жить, значит больше получаешь. Это очень Зара, крутая информация. ты же справишься, да, одна? Да. Ты же можешь вести ТикТок одна? ТикТок одна? Да, потому что, я так подумал, все-таки нужно продолжать учебу где-нибудь там в Европе. ТикТок-шоу одна? Нет, ты меня должен научить сначала управлять пультом. Слушай, я тут услышал 1000 евро, да? Свыше 1000 евро. Так, расскажи, в какой стране? Вообще-то я тоже хочу с В тобой. Испании. Давай, в Испании. Сколько? Хочу в Испанию. Получается, давайте я вам расскажу одну программу, чтобы все было конкретно, чтобы вы тоже что-то узнали. Круче. Давай. Да, будем конкретными. Есть программа Erasmus Mundus. Слушай. Это от Европейского Союза. И вы не будете учиться только в Испании, вы будете учиться в 3-4 странах. Ничего Как бы это себе. полный кайф, я бы сказал, когда ты учишься не только в одной стране, но и в нескольких странах. То есть. Ну, это не как бы, это реально Это кайф. получается все обучение, ты можешь в разные страны ездить и обучаться там, да, получается? Да, есть конкретный университет, допустим, главная страна у вас Испания, и дают вам выбор несколько стран, куда вы можете поехать. Продолжать уже в дальнейшем. обучение, Да, да? полгода здесь, полгода там, и в конце вы выбираете еще один университет, где вы учились, поедете туда, пишете дипломку, заканчиваете магистратуру. Хочу, значит, в Аргентину, это раз. Во-вторых, хочу, значит, в США. Такое возможно или только по Европе? Нет, в США также есть программа именно для таджикских студентов, называется Fulbright. Это от посольства США в Таджикистане. Слушай, а визу они дают? Конечно, те, которые проходят по программам от посольства США, обычно они все получают. Ну, если вы не нарушаете что-то не нарушаете, в общем, вы спокойно можете получить визу. Новых ведущих ищем. Найдем новых ведущих, да? Я, короче, валю в Европу, а ты, значит, давай куда-нибудь в США. Я, пожалуй, останусь в Душанбе. Дильшот, скажи мне, пожалуйста, ты готов отвечать на самые неудобные вопросы? Да. Готов? Будет зависеть. Все, супер. Друзья, у нас в студии, как обычно, люди, товарищи, зрители, живые, которые могут спокойно задавать вопросы. Итак, вот твой вопрос. Я хотел спросить, чем ты займешься после окончания? На самом деле я пока что думаю, я сейчас выпускаюсь в сфере медиа и кино, и буду пока что работать, я сейчас работаю уже. Так, И а где работаешь? В американском консульстве. Оу. Снимаешь рилсы? ТикТоке? Почти. Получается, ты учишься на кино, ты будешь режиссером? Верно. Кем О, он будет? Режиссером. Почему? Мне послышалось режиссером? Режиссером. Тебе тоже так послышалось? Давай, защищай ее. Ну, давай. Нет. Хоть кто-то ее должен защитить. Он правильно меня услышал. Верно. А ты будешь, получается, снимать фильмы? Фильмы. О, Мы уже актриса сейчас есть? снимаем. Ух ты. Как раз таки нужны люди. Умит? Зара? Не соблаговодитель ли вы, да? Вот. Принести чашечку кофе нашему гостю. Раз ты у нас уезжаешь учиться, я остаюсь в Душанбе, то я могу идти смело сниматься в фильмах. А знаешь, уже середина года, я могу на следующий год уехать, так что давай, снимаем фильм. Итак, вопрос из зала. Давай, задавай. Во-первых, хочу передать всем привет, всем радиослушателям этого прекрасного нового радио. Всем привет в прямом эфире Зарки и Умида. Спасибо. Итак, вопрос, Дильшот, вам. Сколько же стоит проживание в этих странах? Давай Ну, поконкретнее, если какой из всё-таки них?
Ну вот в Испании вы сказали, да? Там можно получить около 1800 Смотри, вопрос, евро. жилье ты имеешь в виду именно вот или жилье, общагу? Но он сказал, что жилье оплачивают самостоятельно, правильно? Очень Ну, классный стипендию вопрос. получают. Мне нравится. Дельшот. Я не жил в Испании, но я жил в Франции и в Германии, поэтому, в принципе, там одно и то же. Жилье, конечно, зависит, там не так уж сильно дорого. Общежитие, где нам говорили жить, стоило 250 где-то евро. Это в Но месяц или в год? В месяц. Мгм. Но там зато будешь жить один, там все у тебя очень хорошо. Уютно, ну, да, комфортно. очень Получается, у каждого студента своя комната. Ты ее ни с Да. кем не делишь. А что, так Да. можно было? И сейчас студенты, которые нас слушают, что, простите? Но Сказка? Миф? Легенда? Но я тогда не жил в общежитии, я жил в французской семье с семьей, и, как я помню, у них была 5-комнатная квартира, они снимали где-то за 1000 евро. Как бы я считаю, что это... Ну, нормально, да, в принципе? Да, смотри, получается, если говорить про Францию, да, 850 у тебя евро было? Да. Стипендия. В Европе на проживание где-то 300 долларов, 300 евро, мне кажется, достаточно. Можно даже меньше, это зависит от того, Далеко ли как от ты самого будешь вуза? жить. В некоторых вузах есть общежитие, в некоторых нету, и приходится там находить квартиру. Рядом, да, вот. Ты прикинь, ты просто вот такой просыпаешься, и у тебя препод, значит... Сразу в комнате тебе преподает. Уважаемые друзья, заходим, он проснулся, начинаем лекцию. Ну, ты да, иди, пока водные процедуры. Что ты хочешь сказать? Что ты опаздываешь, говорит. Ты дверь открываешь, он такой, что ты опоздал? Раньше нельзя прийти? Он еще на кухне, да? Все они вместе на кухне открывают, извините. Меня не позвал. Типа, зайди обратно. Sorry, may I come in? Хорошо. Итак, следующий вопрос, ребят. Следующий вопрос, опять же, Давай. Дельшоду. Здесь говорили о том, что можно выбрать несколько стран, правильно, где ты будешь обучаться. Время между обучением в нескольких странах, это вот сколько там, Ля, неделю ты ля поучился какой в одной умный. стране, переехал в другую страну, или же там около 2 месяцев потратил? Нет, получается, смотри, это зависит, конечно, от программы. Там не так, чтобы во всех программах ты живешь по разным странам. Это именно на магистратуру Erasmus Mundus тебе дают возможность учиться в более 2 странах. И плюс там летние школы. Учеба в одном университете длится полгода, это 1 семестр. И дальше ты можешь уже со 2-го семестра поехать на другую, 3-й семестр на другую. И в 4-м семестре ты выбираешь один из этих 3 вузов и идешь туда-обратно. Как тебе такое? Вот как тебе такое? Ну, это впечатляет достаточно. Ты сам учишься? Сам учусь, да, Где? в РТСУ. РТСУ. Давайте прорекламируем РТСУ. РТСУ. Я туда не прошла, я сдавала экзамен. Учиться надо было, девушка, получше в школе. Не хочу говорить все подробности, но... Ай, ты даешь, конечно. Так, хорошо, тебя удовлетворил ответ? Да, Да? удовлетворил достаточно. Попробовал бы в Erasmus Mundus? Ну, через эту программу попробовал бы? На каком-то курсе? Сейчас на 2-м курсе. Со 2-го курса принимают? Кстати, есть программы обмена, когда ты можешь со 2-го курса поехать на полгода учиться и обратно приехать. Получается, Опять- обмены, это они своих студентов сюда отправляют? Да, И- Exchange. Да. Круто. Смотри, я Да. вспомнил слово exchange. Exchange. Так вот, смотри, значит, ты можешь это сделать, видишь? Но это зависит от того, имеет ли твой вуз партнерство с европейскими вузами по программе Erasmus+. Думаю, РТСУ, российско-таджикский, да, славянский университет, по-моему, он имеет, да? Не знаю. Не знаешь, да? Знаю по-братски, да, братишка, нужно братишку обустроить, да? Русско-таджикский славянский университет. Российско-таджикский. Русско-таджикский. Русско-таджикский, российско-таджикский. Российско-таджикский славянский университет. Мать, я говорил тебе, в школе нужно было учиться лучше. Вот почему тебя не приняли. Ладно, следующие вопросы. У кого еще вопросы? Ну, Так, вот что за лев этот тигр, а? Чё за лев салам этот тигр? алейкум, Где брат ты его мой. видел? Салам алейкум, брат. Как ты, брат? Меня зовут Хавалинги, организатор команды Red Stand Up. Я здесь, так понял, самый старый, поэтому вопрос... Мы с тобой тут самые старые. Да, брат. Можно чуть-чуть поподробнее? Например, мне 29. И есть ли шанс у таких людей Ты говоришь у таких Как людей, я? как будто... поступить в Европу или в Америку? Или не поступить, а вот просто поехать по какой-нибудь там программе? Ты точно хочешь учиться? Очень. По мне же видно. Ну, по тебе видно, что ты просто хочешь семью обустроить. На 850 евро не проканает.
Да, можно. Получается, там, в принципе, вот именно Erasmus Mundus, у него нету возрастных ограничений. Если у тебя нету магистратуры, ты можешь подать заявку в 50, в 60 даже. Там нету ограничений. Главное, чтобы не было магистратуры, да? Да, главное, чтобы не было магистратуры. Мгм. Именно Спасибо. если это Erasmus Mundus. А если бакалавра нету? Ну, тогда нужно будет сделать Ну, тогда бакалавр. вам с Аркой нужно сначала отучиться в университете, хотя бы на бакалавриат. Спасибо большое. Отлично, супер. Всех удовлетворили ответы? Или, вот тигр, да? Лев хочет задать Вот вопрос? с этой стороны Лев хочет задать вопрос. Да, давай. Один вопрос туда-сюда. У нас Слушай, сегодня очень активно. Дильшот, последний вопрос на этот раз. Подожди, а как тебя зовут? Захар, Захар. Захар. Я ж тебя видел. где ты меня видел? Фестиваль. Фестиваль? Ты ж там танцевал. Нет? Какой? Но фестиваль. Мегафест. Да. Мегафест. Был. Ты в русской народной вот этой одежде был, да? Танцевал. Это он. Серьезно? Это вот этот, который не... Да, это тот самый, да. Да, это ты который самое- под американский ай-люли-люли, да? Да, Помнишь? да. Помнишь? Помню, Я к тебе конечно. подходил. Давай, let's go Ты свои мне вопросы. 2 раза подходил в год. Серьезно? Да. Господи. Вот у меня бескусица полная. Я вот о том же. Давай, let's go. Зависит ли обучение студентов с ограниченными возможностями? То есть там, если проблемы со здоровьем, если человек, допустим, инвалид какой-то группы, зависит ли обучение? Короче, это- он имеет в виду, что инвалиды с какой-то степени, какой-то группы могут ли ездить на обучение в другие страны? Да, конечно, могут. В принципе, на них нету никаких ограничений. Даже, наоборот, таки дают больше возможностей для них. Ну, конечно, зависит от уровней, да. Там он будет учиться один, то есть никто за За этим ним человеком смотреть не будет, да. Вау. Да. Ну Но, так. конечно же, в других странах, если сравнивать с Таджикистаном, там все очень удобно, то есть для всех уровней там есть возможности, то есть да. Да, я думаю, вот То есть, после при фразы учебе- по сравнению с Таджикистаном нам лучше, да, замять немножко тему. Ну, я вижу, что Ладно, шучу. На самом деле, там действительно, как ты говоришь, как ты правильно выражаешься, есть какие-то уровни, есть какие-то степени, есть вообще в целом какая-то индивидуальность, да? да, К каждому. человеку, чтобы было удобно там приходить, если неудобно, Мгм. как заходить с другой дверью, там вот все очень Круто. смотри. На самом деле круто. Так, вопрос. Тигр. Захар, спасибо тебе большое. У тебя очень крутые вопросы. Нам очень нравятся. Очень грамотные вопросы. Молодец. Ты не журналист? Журналист. Чувствуется. Что я и говорила, вот нужно вот таких вот ребят Продвигать, больше сюда помогать им. звать, да, Да. чтобы они могли здесь развивать себя как журналисты, да? Захар, официально тебе говорю, придумай какую-нибудь программу, мы рассмотрим ее, возможно, ты будешь тут ведущим. Захар задумался, он думает об учебе. Давай, вопросы. Сколько языков ты знаешь? Ты смотри, а? Так. Я тебе просто полиглот. скажу. Нет, я Давай. не полиглот. Я знаю, конечно, русский, таджикский, английский. Я изучал китайский, но я его забыл. Могу быстро все вспомнить. Так. И я знаю французский на таком базовом уровне, так как я уже... Сильвупле. 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 Je m'appelle Zarnigor. Си, hola, ¿qué pasó? Je suis Tadjik, j'habite à Dushanbe. Très bien. Я, оля-ля. Я И знаю. вот этот Бельмондо присоединился к нам. Слушай, где, по-твоему, лучше жить? Вообще, в каких странах ты жил? Я жил в Венгрии Так. короткое время, жил в Непале, в Германии несколько дней. Несколько дней. Да, во Франции полгода. Мгм. И я учусь в Кыргызстане, в Ауца. То О, есть там я круто. больше всего... Қалайсың, брат? Жақсы. Жақсы? Аныз жақсы? Да. Это хорошо, это хорошо. А- Немножко тоже знаю. Ага. Если честно, мне почти все страны нравятся. А вот больше, приоритет. Приоритет, Таджикистан. да. Красавчик. Правильно ответил. Мы за правильные вопросы, да, то есть ответы, да, даем поощрительные баллы. Молодец, будьте лучше. Не, Ты- если на самом деле. На самом деле, конечно же, все это зависит от того, как ты живешь. То есть в Таджикистане, конечно, лучше, потому что у тебя тут семья, всегда тебе будет хорошо, здесь комфортно. Например, у меня были знакомые, с которыми мы полетели в Европу, во Францию, полгода жили, и из-за карантина, не с кем им было общаться, и они очень уже хотели вернуться. Но это, вот как я сказал, каждый человек, который ездит за границу на учебу или же на что угодно, чтобы в Европу пожить,
есть вот такая сложность, когда тебе вначале одиноко, потому Не с что кем ты никого общаться, не друзей знаешь, нет, друзей никого нужно нет. Ты завести. сперва сид из ледникового Да. периода. Так Но- вот, новая жизнь, новые друзья. Да. На самом деле, мы, Дельшот, для каждого гостя, да, готовим такую небольшую игрульку. Вот. Поэтому для тебя тоже подготовили. Не знаем, справишься или нет. Постараемся. Ты готов? Да. Точно готов? Зарка у нас сейчас будет это все делать. Зарка, ты готова? Зарка готова. Зарка, ты смотри на ее улыбку. Лучезарная улыбка олицетворяет полную готовность, 100%. Смотри, все очень просто. Мы для тебя очень простую игрульку сделали. Мы не стали, подумали, ты оттуда приехал специально для нашего эфира, да? Уставший, наверное, весь, да? Поэтому решили, не жибко над тобой, значит, издеваться. Блиц. У нас будет блиц. Значит, ты знаешь, да, что такое блиц? Да. Абсолютно не думая отвечаешь. Окей. Окей? Ты справишься? Давайте Умею. попробуем. И сразу в Google, да, и сразу в Google. Я снимать? Все, итак, Зарка у нас готова задавать быстрые вопросы, быстрые ответы. 3, 2, 1, поехали. Я, кстати, время запускаю. Ты давай, Зарка, соберись. Давай, Умит, помогай. Ладно, я помогу, но ты начинаешь. Давай, ты начинай. Раз, два, три, нет, ты начинаешь. Нет, ты начинаешь. Давай, раз, Давайте два, я три. начну, может быть. Так. Бомбас, Какой приказ? Я начинаю. У нас тут все по-честному. Итак, готов? Готов. 3, 2, 1. Ты маму Буваджон называешь или Ояджон? Увачен. Кто написал таблицу Менделеева? Серьезно? Так, давай. Как звали Че Гевару? Какого чего? Серьезно? Ладно, хорошо. Значит, столица Франции. Париж. Столица Испании. А, А? Барселона. Хорошо. Столица Душанбе. Это Таджикистан, да. За 30 секунд умудрился ответить правильно лишь на один вопрос. Вообще-то... Ну, вообще-то молодец, слушай, вообще-то держался хорошо. Особенно на таблице Менделеева, это прям было что-то. Умничка. Таблицу Менделеева написал Менделеев. Что? Стоп! Капец. Еще раз, уважаемые друзья, мир, потому что нас слушает весь мир, мы еще и онлайн вещаем, да? На ваших ушах сейчас произошло открытие, событие столетия, событие человечества, да? Значит, таблицу Менделеева написал Эйнштейн. Дельшот, ты красавчик. Сразу видно. Исконный Нужно же гуманитарий. путать людей. Гуманитарий, вот не дать не взять. До мозга костей. Не, на самом деле ты молодец, хорошо справился, немножко даже растерялся, но не в этом суть. Главное... Это специально такие вопросы, потому что, чтобы люди начали думать. Да, главное, что ты у нас сегодня Путать был. вас. Дельшот, спасибо тебе огромное, что приехал, уделил нам время, рассказал очень полезную информацию. И в конце у нас такая вот небольшая рубрика, значит, твой совет по продвижению в ТикТок. Как быстро продвинуться, если какие-то лайфхаки твои личные? Да, есть несколько советов. Первое, конечно же, у вас должна быть, это может быть звучить для кого-то глупо, но у вас должна быть конкретная цель. Если ты не знаешь, зачем вообще ты идешь в ТикТок там, возможно, это зарабатывать, возможно, это получить популярность. Если ты не знаешь, зачем ты идешь, ты не получишь то, что ты хочешь. Если ты хочешь зарабатывать конкретно, тебе, например, не нужно иметь там сотни тысяч подписчиков, которые будут платить за рекламу, потому что ты можешь просто запустить свой курс. Поэтому первое — это знать свою цель, зачем ты вообще... Свой контент, да, Да. чисто, чтобы контент был об одном, Да. не разносторонний. В принципе, можно делать разносторонний контент. А вот насчет контента у меня есть один совет, то что многих людей я смотрю, они начинают с чего-нибудь своего, то есть они делают что-то новое. Но, к сожалению, многие люди к этому еще не привыкли, поэтому, возможно, будут получать меньше просмотров, например. Поэтому, когда ты начинающий блогер, желательно использовать трендовые музыки, желательно следовать тем, что люди делают, и после этого, набрав популярность, ты уже можешь Продвигать делать что-то что-то свое, да. Да. Поэтому это очень тоже... А мне нравится. Дельные советы. Вот мне очень понравилось, что ты вот правильно подметил, нужна цель какая-то. Без цели, в принципе, в жизни, нет движения. А у меня нет Вот никакой цели в ТикТоке. А мы это заметили. Честно скажу, у меня тоже не было какой-то прям конкретной цели. Я туда шел просто для того, чтобы изучать платформу. Но я знал, что я хочу там делать. У меня за первые несколько часов пришли 1000.
а за месяц там вот было где-то 30 тысяч, и после этого я сразу такой не понимаю, что я хочу делать. И пошло плюс на спад. учеба, да, я решил, что я немного отдохну, посмотрю, чем вообще я хочу заниматься, какой контент, и поэтому сейчас там тишина. Круто. Но, да, вот. Но ты этим занимаешься, у тебя есть что посмотреть на твоем аккаунте. Да, верно. Полезная информация. Так вот, друзья, еще раз напомним, HD, /Studio, да, все правильно. Подписывайтесь в ТикТоке, подписывайтесь в Инстаграм, узнавайте что-то новое о программах, по которым вы можете поехать за рубеж, отучиться там, приехать, набраться опыта и, скажем так, стать полезным для нашего общества в Таджикистане и для Таджикистана в целом. Дильшот, тебе спасибо большое. Спасибо за приглашение. Ты красавчик, базара нет. Ребят, всем спасибо большое, что пришли. Это была Зарка, А друзья. это был дядюшка Умид, и это наш гость Дильшот Хамробоев. ТикТок-шоу, новое радио. Не переключайтесь, услышимся, когда услышимся. ТикТок-шоу на новом радио.